В эфире информационный выпуск Хамши Кушара. Здравствуйте. 17 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва в Керчи. В тексте соболезнования говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович, весь абхазский народ и я лично потрясены кровавой трагедией в Керченском колледже, унесшей жизни невинных людей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу передать им слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления. Скорбим с вами в этот трагический день». Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провел очередную встречу рабочей группы по вопросу сотрудничества Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба и Абхазского государственного молодежного театра. Обсудили проект представленного ранее договора, направленного на урегулирование правовых взаимоотношений между двумя театрами и полноценное функционирование Абхазского государственного молодежного театра на базе Абхазского государственного драматического театра имени Чанба. Молодежному театру был представлен проект договора, который позволил бы в полной мере обеспечить творческую деятельность театра и учесть интересы Абхазского театра и молодежного театра. Проект документа предусматривает дополнительные благоприятные условия эксплуатации театральных помещений Абхазским государственным молодежным театром, в том числе хранение декораций, костюмов, график репетиций и показов спектаклей. После достижения договоренности по большинству пунктов документа на решение комиссии был вынесен вопрос графика показов спектаклей Абхазского государственного молодежного театра на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял работников Управления государственной статистики Республики Абхазия в преддверии профессионального праздника. Валерий Бганба от имени правительства и от себя лично поздравил работников Управления государственной статистики. Старый работник, хочу от всей души, от имени правительства, от себя лично поздравить с профессиональным праздником. Я знаю то, насколько нам важны ваши работы. Без статистики, без четкого учета, без достоверных данных, без конкретного анализа невозможно не только сегодняшнюю ситуацию как-то исправить, невозможно и дальше планировать, прогнозировать. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с инвазивными вредителями на территории Республики Абхазия. Согласно документу, в целях предотвращения распространения инвазивных вредителей на территории Республики Абхазия, угрожающих сельскохозяйственным и декоративным культурам, создана соответствующая комиссия. 17 октября заместитель министра экономики Республики Абхазия Батал Тарба и заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в Москве обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Об итогах встречи рассказал пресс-секретарь Министерства экономики Республики Абхазия Георгий Берзения. В соответствии с соглашением о режиме торговли товарами между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, стороны ежегодно согласовывают объемы нефтепродуктов, которые освобождаются от российской экспортной пошлины. Сегодня на рабочей встрече в Москве обсуждался вопрос текущего освоения объемов нефтепродуктов, согласованных на этот год. По итогам встречи замминистра экономики Абхазии Батал Тарба и замминистра энергетики России Павел Сорокин согласовали объемы нефтепродуктов на 2019 год, которые будут освобождаться от пошлины, и подписали соответствующий протокол. В соответствии с этим протоколом объемы на 2019 год остались на уровне 2018 года. 1200 комплектов зимней одежды, которые ранее были переданы представителям абхазской диаспоры в Турции, раздали нуждающимся семьям в Абхазии. Подробности у Сари Смар. Вся привезенная из Турции одежда расфасована по коробкам и готова для передачи в различные организации и фонды. Члены Всемирно-Абхазо-Базинского конгресса заблаговременно подготовили списки, согласно которым и будут раздаваться все эти вещи. Сегодня часть одежды была доставлена в 4 организации. Это Министерство по репатриации, Ассоциация ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Сухума и Сухумского района, Ассоциация женщин-инвалидов Отечественной войны
войны народа Абхазии, благотворительная организация «Кераз». После того, как этот груз, который мы здесь получили, был рассортирован, мы собрали списки со всех профильных благотворительных организаций, систематизировали их, выявили семьи остро нуждающиеся. Мы рассчитываем, что это не последняя акция. Будем стараться привлекать как можно больше наших соотечественников, проживающих за рубежом, к участию в подобного рода мероприятиях. Вся одежда новая и в основном зимняя. Это свитера, куртки, теплые брюки, платья. Комплекты одежды будут переданы семьям через перечисленные выше организации. Списки людей практически сформированы. Часть вещей также будет отправлена матерям погибших добровольцев из Кабардино-Балкарии. По словам членов ВАК, одежда была пожертвована 8 турецкими текстильными фабриками. Подобные акции проходили и ранее. Наши братья из Республики Турция оказывали такую же поддержку, но на сей раз охват и масштаб акции намного больше. И с вашего позволения я бы хотела зачитать название фирм, чтобы наши граждане знали, от кого поступила помощь в нашу республику. Фирмы Шикорме, ХСМ Текстиль, Карада Текстиль, Хайбер Текстиль, Дарк, Эспира, Анемон, Берфин Текстиль. Мы выражаем глубокую благодарность и признательность за то, что мы имели сегодня возможность посетить столько организаций и оказать такую помощь нашим согражданам. В рамках акции первые 50 комплектов теплой одежды были переданы Ассоциации ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. По словам председателя ассоциации Тимура Зантария, они не рассчитывали на подобный подарок. Он отметил, что список инвалидов-ветеранов, кому будут переданы комплекты, уже готовится. Я хочу поблагодарить гуманитариев, которые решили нам помочь. Связи с ними у нас имеются, это не первая их помощь. Они помогали вспомогательными средствами, инвалидными креслами. Члены Всемирно-Абхазо-Базинского конгресса также сегодня передали комплекты одежды Министерству по репатриации. В основном это детские вещи и одежда для женщин. Все комплекты в самое ближайшее время будут переданы семьям репатриантов. Для благотворительной организации «Кераз» часть одежды была доставлена в офис еще вчера. Остальная часть вещей была привезена представителями конгресса уже сегодня. По словам руководителя фонда Камы Гопия, их подопечные уже в течение дня получают одежду. Списки мы уже составили, семьи мы уже обзвонили, поскольку тут определенные размеры, определенные наименования одежды. Мы, исходя из этого, смогли составить небольшие списки. Огромная благодарность всем тем людям, которые всегда обращают внимание на нашу деятельность, которые готовы нас поддерживать, которые слушают нас и слышат нас. В рамках акции также женщинам-инвалидам, участницам боевых действий, членами ВАК были сделаны подарки. Платья известных турецких производителей были доставлены сегодня в офис ассоциации. Ее председатель Лариса Тарба поблагодарила участников акции и отметила, что женщинам всегда приятно получать такие подарки. Спасибо Абхазо-Базинскому конгрессу, всем, кто сегодня здесь присутствует и кто содействовал тому, что нам привезли подарок нашим дорогим женщинам-ветеранам, которые сделали все, чтобы сегодня наша страна была независимой и процветающей, которые принесли победу. Спасибо, что нас не забывают. Оставшаяся часть вещей будет передана организациям уже завтра. К примеру, гуманитарную помощь получит Гагрский КБРЦ, Движение матерей за мир и социальную справедливость, а также при содействии Ляли Чамагуа. Более 50 комплектов вещей будет передано матерям погибших добровольцев из Кабардино-Балкарии. Сария Смыр, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Гудауте прошла торжественная церемония открытия 25-го международного турнира по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и Европы, мастера спорта международного класса Раши Хутаба. Заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар поздравил спортсменов с открытием турнира и пожелал высоких спортивных достижений. В турнире принимают участие более 100 спортсменов из Северной Осетии, Адыгеи, Тулы, Краснодара, Сочи, Адлера, а также спортсмены из городов и районов Абхазии. Турнир завершится 18 октября.
В Сухуми в центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится открытие персональной выставки адыгского художника Нурбия Лавпачи. На выставке будут представлены работы в жанре живопись, графика. Нурби Газизович Лавпачи – художник, искусствовед, археолог, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, кандидат исторических наук, мастер портрета, пейзажа и жанровых композиций. Он более 40 лет живет, творит и экспонирует свои произведения в городе Майкопе. Значительное место в творчестве этого художника занимает портретный жанр. Портреты разнообразны по технике и художественному решению. Его природная наблюдательность способствует остроте образных характеристик. Выставка откроется 19 октября в 12:30. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.